Ятимов, послушай меня. И не только Ятимов, и другим министрам. Послушайте, когда выгонят Эмомали Рахмонов, вы будете следующими. Вы тоже будете вынуждены убежать. И поэтому я вас прошу, пока не поздно, соберитесь вместе и выгоните президента. Вот тогда мы вас простим. Нас пугают 92-м годом, да, что была там война. Кто пугает? Пугает нам этот Эмомали. Потому что он специально все это сделал. Потому что он сделал это для того, чтобы испугать таджиков. Что потом он сделал? Он убил всех наших героев. Что Скуляба, что других, что Саддама, что Якуба. Он всех убил, уничтожил. Для чего он это сделал? Для того, чтобы нашу нацию просто, нашу душу, да, нашу любовь к нации просто, чтобы уничтожить. Кто после этого мы все таджики стали? Мы просто разошлись, да, разбежались. Единственный выход, что надо сделать, это митинг. Уже, в Украине выгнали президента. В Беларуси он не хочет, но он уже его выкинут. Все, уже нету пути никакого. Он что-то там пытается остаться, потому что его Путин просит. Но нету уже, все, у него нету шанса тоже, его выкинут. В Казахстане везде уже сделали свое дело, в Киргизии сделали. А остался таджики. Таджики просто боятся. Ну чего вы боитесь? Сейчас не 92-й год. Сейчас 2021 год. Сейчас такого не будет, никто не позволит. Сейчас мир изменился. Если он кого-то убьет, да, во время митинга, у него уже выхода не будет. Куда бы он ни убежал, его поймают, посадят. Умали, я к тебе обращаюсь. Все деньги, которые ты у нас воровал, также от тебя своруют. Когда мы тебя выгоним с Таджикистана, ты когда убежишь в Россию или в Китай, куда ты сходишь, потому что ты больше никуда не можешь убежать. Ты там будешь как в тюрьме, ты будешь просто как птичка в клетке, который ничего не можешь сделать. Тебя все заберут, и ты не сможешь даже со своего этого дома выйти. И тебе там, поверь, не лучше будет, чем в тюрьме. И возможно сделать так, чтобы ты исчез просто нахер. А мы, таджики, никогда это не забудем. Мы тебя будем искать и в Китае будем искать, и в России. Ничего тебе не поможет. А детей твоих мы найдем. Мы накажем по закону Конституции. По закону Конституции они будут сидеть пожизненно, потому что они убили много людей. Они обокрали людей, обманули. Еще я хочу обратиться. Последнее слово. Последнее слово. Я хочу обратиться к Ятимову. Ятимов, послушай меня. И не только Ятимову, и другим министрам. Послушайте, когда выгонят Эмомали Рахмонов, вы будете следующими. Вы тоже будете вынуждены убежать. И поэтому я вас прошу, пока не поздно, соберитесь вместе и выгоните президента. Вот тогда мы вас простим. И даже мы вас будем готовы наградить. И будете нашим героем. Мы все простим вам. Если вы любите нашу нацию, потому что Эмомали это не таджик. Он не любит нацию таджиков, он себя не считает таджиком. Если он бы считал таджиком, он любил бы нацию таджиков. И такое бы не делал, чтобы уничтожить нацию таджиков. Даже худшие диктаторы этого не делают. Наравен Россия. Корнакнен мекшан хар сол хафазору дама кштесан да Россия. Наравен Россия. Президент Давкини. Саломат бошин.